Компания Zara, всемирно известный производитель готовой одежды, использовала принудительный труд жителей Восточного Туркестана. После жалоб, поступивших в Канадский совет по регулированию рынка, было начато расследование в отношении компании Zara. Канадское агентство коммерческой разведки обнародовало предварительные результаты расследования причастности Zara к использованию уйгуров в качестве рабской производительной силы. Дело Zara расследуется более тщательно канадским регулятором рынка. Страны G7, собравшиеся в Токио, подписали итоговую декларацию саммита министров иностранных дел. В декларации содержится призыв к Китаю положить конец зверствам в Восточном Туркестане. В заявлении говорится: «Мы призываем Китай действовать как ответственный член международного сообщества. Мы также по-прежнему обеспокоены ситуацией с правами человека в Китае, включая Восточный Туркестан и Тибет. Мы призываем Китай действовать в соответствии со своими обязательствами по международному праву и не предпринимать интервенционных действий, направленных на подрыв целостности наших демократических институтов», говорится в заявлении. На 36-й день конфликта в секторе Газа лидеры арабских и мусульманских стран провели встречу. В итоговом заявлении, опубликованном после совместного саммита Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств, говорится: «Израиль и ни одна другая страна региона не смогут достичь безопасности и мира, пока палестинский народ не достигнет безопасности и мира». Военный самолет, принадлежащий США, разбился в Средиземном море 10 ноября. В заявлении Европейского командования США говорится, что военный самолет, выполнявший учебные действия в Восточном Средиземноморье, потерпел крушение в Крыму в пятницу вечером. В заявлении, в котором было отмечено, что информация о военнослужащих, пострадавших в результате аварии, не будет предоставлена из уважения к их семьям, говорится, что крушение не было вызвано враждебными действиями. 12 ноября отмечается годовщина создания Исламской Республики Восточный Туркестан в 1933 году и годовщина основания Республики Восточный Туркестан, созданной в 1944 году. Уйгуры дважды провозглашали независимое государство. По этой причине годовщина основания двух республик отмечается как Национальный день Восточного Туркестана. В ознаменование годовщины основания двух республик и Национального дня Восточного Туркестана уйгуры, проживающие в Турции, Европе, США и различных частях мира, проводят различные памятные и праздничные мероприятия. Президент ЭТИК Абдулджелил Каракаш в поздравительном послании по этому поводу заявил: «Я искренне поздравляю вас с национальным праздником Восточного Туркестана. Этот день, наполненный глубокой историей, отражает упорство и стойкость Республики Восточный Туркестан. Я надеюсь, что этот особый момент символизирует единство и солидарность народа Восточного Туркестана, несмотря на трудности, пережитые на протяжении всей истории. Желаю в будущем более сильных и свободных дней», Каракаш пожелал счастливого национального праздника.